Это «Актуальное интервью». Меня зовут Петр Васильев. Здравствуйте. В России ежегодно растут площади лесов, которые сдаются в аренду, бессрочное или безвозмездное пользование. Об актуальных вопросах лесозаготовки, о программе «Дальневосточный гектар» и в том числе об аренде лесных участков мы сегодня и поговорим с гостем студии Андреем Михайловым, руководителем Департамента лесного хозяйства, Минэкологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Андрей Егорович, здравствуйте. Добрый день. Я для начала хочу начать вот с чего. Есть такое понятие «перестойные деревья». Вот почему важно своевременно использовать их в целях лесозаготовки? Ну, перестойные деревья – это, получается, деревья, которые уже себя, можно сказать, изжили, да, потому что деревья – это тоже живой организм, они тоже стареют, и, соответственно, со временем они перестают прирастать, то есть диаметр больше не становится, плодоносить перестают. Там начинаются какие-то болезни, там, синюшность и так далее, где-то там они начинают гнить, образуются дуплы и так далее. Поэтому нужно не допускать, конечно, до этого, чтобы они стали перестойными. Но, с другой стороны, у нас для того, чтобы этого не допустить, не имеется как бы возможности. Да? То есть у нас труднодоступные территории, удаленные территории, дорог мало. Соответственно, у нас лесозаготовщиков тоже очень мало. И получается, что практически четверть запаса древесины, который у нас произрастает в Якутии, да, это порядка там более 3,5 миллиардов кубических метров, этот четверть 900 с лишним миллиардов, 900 с лишним миллионов кубических метров, получается, это перестойные деревья. Ну, то есть это вполне себе здоровые деревья, не засохшие, не черные, их можно использовать. В принципе, они живые. Живые. Но еще, ну как сказать-то... Просто старые. Да, просто старые, да. Андрей Егорович, ну вот это, насколько я понимаю, лесозаготовка, она же идет не только для, ну, условно говоря, отопления, то есть мы на дрова пускаем эти деревья, но еще и в промышленных целях. Да. Насколько вот эти перестойные деревья, они подходят для промышленного использования? Ну, в принципе, если их использовать там где-то, ну, для целлюлозы и так далее, они могут подойти, конечно, да, там щепа и так далее, там для древесно-стружечных плит, древесно-волокнистых плит. А для отделки, для пиломатериалов, конечно, это будет уже, ну, 3-го, 4-го, 5-го сорта уже древесина, то есть она будет уже с гнилью, где-то там синева будет, где-то уже будет погрызена всякими грызунами, И насекомыми. то есть, ну, насекомыми, да, ну и так далее. Вот все-таки предлагаю вернуться к теме нашего сегодняшнего разговора. Чем лесозаготовка отличается от вырубки? Ну, лесозаготовка – это заготовка древесины именно в целях обеспечения граждан народного хозяйства именно пиломатериалами, да, лесоматериалами, то есть бревна, доски и так далее. А вырубка – это получается, когда производится очистка площадок, дорог там будущих и так далее, для того, чтобы там, ну, уже как-то работать. То есть карьер можно копать, это для этого производится очистка. Лесозаготовка производится по правилам лесозаготовки, да, которые утверждены приказом Министерства природы. То есть это там свод всех правил, по которым должна рубиться древесина, то есть там указывается, какая древесина должна рубиться, какая не должна рубиться. Например, молодняк и подросток там не рубится, то есть он должен оставаться на лесосеке, то есть это не лысая поляна остается, да, а там остается вот именно подросток, молодняк. Также должен оставаться семенные деревья, то есть это деревья, которые разбрасывают семена после того, как там произошла вырубка. То есть эти деревья тоже остаются. Вот. А когда вот производится вырубка, то это, соответственно, производится очистка, то есть это, ну, грубо говоря, футбольное поле остается. Вот. И потом уже там возникает или карьер, или дорога, или линия электропередач, там трубопроводы, газопроводы и так далее. Вот это вот такое отличие. Насколько я понимаю, чтобы заняться лесозаготовкой, нужно, во-первых, выбрать участок, во-вторых, подать какую-то заявку, правильно? Да, конечно. Вот как это сделать? Ну, сейчас вот у нас в законе есть требование, что под лесозаготовку выдаются участки леса, где произошло лесоустройство, и оно должно быть не старше 10 лет. У нас есть такие участки, и, соответственно, это, ну, есть в Алекминском районе, в Алданском районе, в Усмайском районе мы там проводили лесоустройство, да. И
они поставлены на кадастровый учет, то есть это обязательно должен быть кадастровый учет пройден для этих лесных участков, там, ну, то есть все это должно быть обсчитано, да, сколько там древесины растет и так далее. Ну и, соответственно, у нас происходит аукцион, на котором там участвует уже ну, любой товарищ, предприниматель, да, у которого есть какая-то лесная инфраструктура для того, чтобы ну, перерабатывать древесину. И вот это открытый аукцион, электронный аукцион на электронной площадке. Граждане подают заявку, и, соответственно, этот аукцион происходит, если эта заявка ну, соответствует всем тем критериям. А вот как быть получателем дальневосточного гектара? Можно ли им на вот том участке, который они, так скажем, получили, производить рубку лесных насаждений? Ну, сплошная рубка запрещена на таком участке, да. Можно сделать выборочную рубку, если это указано в проекте освоения лесов. То есть гражданин, получив дальневосточный гектар, он не только заключает договор, но и составляет документ, который называется проект освоения лесов. И вот в этом документе должно быть указано, что там будет произведена выборочная рубка для того, чтобы там ну, что-то построить и так далее. Да? Ну и обязательно, конечно, вид использования там должен быть указан как заготовка древесины. Также можно взять договор купли-продажи лесных насаждений. Этот договор купли-продажи лесных насаждений у нас действует 1 год, ну, с возможностью продления еще на 1 год. Ну, то есть вот эту вот древесину со своего участка, оформленного в рамках дальневосточного гектара, можно тоже потом пустить на реализацию? Нет. Нет. Да, такая древесина уже не отчуждается. А вот в целом, как можно на территории нашей республики взять лесной участок? Вот я хочу заиметь себе пару гектаров земли, желательно с елями. Да, в принципе, это возможно, но тут смотрите, у нас есть 25-я статья Лесного кодекса, в которой обозначено 14 видов использования лесов. И, соответственно, для граждан есть такая возможность получить ну, сколько-то гектаров, да, там, для сельхознужд, это без аукциона, срочное пользование, это безвозмездное пользование сроком до 5 лет. Также можно это оформить в аренду там, также и юрлицам, и индивидуальным предпринимателям. Но для этого, конечно, это продолжительный такой процесс, потому что нужно сформировать сначала участок, сделать его межевание, потом поставить на кадастровый учет, и после этого уже подать заявление на аукцион и так далее. Там, ну, в принципе, на аукционе от 10 до 49 лет можно взять сроком. Вот тогда меня еще 2 вопроса интересуют. Допустим, я хочу для рекреационных целей взять участок в районе Якутска. Насколько понимаю, это своего рода лотерея. Я не могу взять участок там, где я хочу. Или возможно? Нет, почему же? Вы можете взять там, где вы хотите, если там не занято, да, если это ну, лесной фонд. Ну и, соответственно, вот эту процедуру все пройти, проектирование участков и так далее, но вот, возникает аукцион. То есть можете вы выиграть, а можете и не выиграть. То есть вы потратите какие-то средства свои, да, на проектирование участка, на межевание его, ну и, соответственно, потом уже какой-то дяденька придет, выиграет, и, соответственно, вы можете лишиться. А в целом на какие цели берут участки вот, лесного фонда? Ну, в основном у нас берут под геологическое изучение, добычу полезных ископаемых, это у нас большинство договоров, потом идет за ними линейные объекты, то есть это дороги, ЛЭПы, трубопроводы, газопроводы, ну и потом уже идет, соответственно, рекреация. Частное пользование. Да, сенокошение. Ну, это сейчас вот рекреация уже только предпринимателям дается. То есть это индивидуальные предприниматели, либо юридические лица. Вот. Наверное, да, самый главный вопрос задам. Сколько стоит взять в аренду лесной участок? Ну, это установлено тоже постановлением правительства Российской Федерации еще с 2007 года. И каждый год к нему идут коэффициенты. Ну, то есть это учитывается инфляция. И, соответственно, вот
прямо так сказать, что вот этот вот твой участок будет столько стоить, это уже, ну, так сказать невозможно. Почему? Потому что это все зависит от условий, где находится лесной участок. То есть это могут быть защитные леса, могут быть эксплуатационные леса, резервные леса, соответственно, где защитные леса, соответственно, цена будет дороже. Ну и потом уже идет по запасам древесины там коэффициенты, и по видам использования тоже разная цена. И вот, соответственно, ну, тут надо уже конкретно смотреть, если там, ну, у кого-то из зрителей возникнет такая ну, заинтересованность, они могут к нам подойти на Ленина 22 и, соответственно, проконсультироваться у специалиста. Ну а в целом какая вилка вот, денежная? На какую сумму ориентироваться, если хочешь взять участок в аренду? Допустим, ну, средних показателей. Есть и за 3000 в год. Да, Рублей? рублей. Мгм. Есть и, да, там выходит там, и за 100 тысяч в год. Там, то есть проходит аукцион, и вот такая вот цена поднимается. Почему-то мне казалось, что выше. Нет, ну, в лесном фонде у нас дешевые цены, можно сказать. Пока. Андрей Григорьевич, ну, наверное, самый главный еще тоже вопрос. Безусловно, у арендаторов земельных участков есть определенные обязательства. Вот что входит в эти обязательства? Конечно, у арендаторов есть обязательства, то есть соблюдение всех законов, которые действуют в лесном хозяйстве, да, ну и правила там. Также у нас есть требования, чтобы соблюдался проект освоения лесов, который я уже говорил, то есть там указаны все требования, которые должны производиться на лесном участке. То есть это противопожарное обустройство лесов, также это защита лесов от вредных насекомых и болезней леса, да, и, соответственно, ну, все остальные лесоводственные требования, которые должны быть соблюдены на лесном участке. Также тут условия договора обязательно должны соблюдаться, правила пожарной безопасности, санитарной безопасности в лесах, ну и там, конечно, очень много. Ну и в заключение, коротко, на какой срок можно арендовать лесные участки? Лесные участки можно арендовать сроком до 49 лет. То есть проходит аукцион, на аукционе уже можно заявить, что я хочу вот этот участок под рекреацию взять на 49 лет, то есть практически на всю жизнь. И это начинается от 10 лет до 49 лет. А остальные вот дороги, там, ЛЭПы и так далее можно от 1 года, то есть до 49 лет, то есть можно там на 11 месяцев, 5 месяцев и так далее. Андрей Григорьевич, спасибо вам за интересную беседу. Благодарю, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Был рад. Это было актуальное интервью. До новых встреч.